Неделя началась с очередного инцидента на кыргызско-таджикской границе в Баткенской области у села Гокташ. Прозвучали даже выстрелы, а кыргызские военные утверждают, что с таджикской стороны был произведен и минометный огонь. Есть раненые с обеих сторон. 3 пострадавших кыргызских пограничников доставили в госпиталь в Бишкеке. Их там навестил президент. Есть 2 большие проблемы. Не вся линия границы делимитирована, и когда местные жители одной из сторон что-то делают на этих неописанных еще участках, другая сторона обвиняет их в нарушении договоренностей. Чем дольше граница не описана, тем это выгоднее для таджикской стороны, так как они явочным порядком заселяются в приграничных районах, откуда кыргызские жители уезжают в Бишкек или вообще в Россию, бросая на произвол судьбы или продавая свои дома и участки за бесценок. Вторая проблема более серьезная. Намерения местных таджикских жителей и руководство Таджикистана совпадают, а вот настроение местных кыргызских жителей и центральной власти в Бишкеке не очень. Некоторые эксперты, знающие ситуацию не понаслышке, требуют принятия более жестких мер. Это очень враждебные отношения. В следующий раз могут быть и большие потери. Сейчас повезло, жертв нет, но есть раненые. Когда стреляют из минометов, может погибнуть много людей. И это не шуточки, стрелять из минометов. А что, разве у кыргызской стороны нет минометов? На такой огонь из миномета тоже надо ответить таким же огнем и накрыть точку, из которой велся огонь. Это международная практика. Отвечать соразмеренно.